Какой он современный Грозный, безопасный, чистый и невероятно гостеприимный. Каждый год в этот город приезжает огромный поток туристов из различных уголков нашей страны и не только. Давайте посмотрим, какие места в Грозном привлекают наибольшее внимание туристов. Туристический маршрут начинается с мечети Сердца Чечни. Расположена она в самом центре Грозного и рассчитана на более 10 тысяч верующих. Мечеть носит имя первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Она распахнула свои двери в 2008 году и стала первой открытой в послевоенное время достопримечательностью, символизируя возрождение региона. Построена мечеть по образцу знаменитой голубой мечети в Стамбуле. Она стала своего рода визитной карточкой республики, привлекая внимание не только мусульман, но и туристов, которые хотят познакомиться с уникальной архитектурой и культурой региона. За очень короткие сроки наш регион восстановился. С 2005 по 2011-2012 годы в рамках федеральной целевой программы, а с 2012 года регион строится исключительно на инвестиции на средства местного бизнеса. Это не 40, не 50 лет, что прогнозировали и инженеры, и строители. Это вот ровно буквально 10 лет, и вся республика восстала из пепла. Это ли не является величайшим вдохновением, восхищением и основанием гордиться и чеченским народом, и его созидателем? Ну и самое главное, конечно, нашим лидером, главой региона Рамзаном Кадыровым, без которого мы знаем всех этих достижений, свершений регион бы не получил. А больше всего в Чеченской республике туристов удивляет чистота. Буквально сразу, как они пересекают границу Чеченской республики с любой стороны, Осетия, Ингушетия, Дагестан, первое, что бросается в глаза, это чистота. Мы знаем, что чистота – это половина веры человека. Мы все много лет и сейчас продолжаем хлопотать на субботниках, каждый внося небольшой вклад. Мы все прекрасно знаем, как трепетно к чистоте относится глава нашего региона Рамзан Ахматович Кадыров. И вот все эти наши усилия дают замечательный, прекрасный эффект. И нам приятно жить в опрятности и чистоте. И каждый гость, который в республику прибыл, причем гость любого уровня, какие-нибудь статусные персоны, обычные люди, которые вот там с разных городов нашей страны приехали, все обязательно отмечают опрятность и чистоту нашего региона. Одним из наиболее ярких символов преображения города стали высотные здания комплекса Грозный-Сити. На этой территории расположены бизнес-центр, пятизвездочная гостиница «Космос Селекшн», жилищные комплексы и различные кафе. Но самым популярным местом является смотровая площадка, расположенная на крыше здания бизнес-центра. Я в Грозный приехал сегодня 3-й раз. Первый раз приехал 15 лет назад. Мы тогда участвовали в открытии нового здания Грозненского университета после восстановления. Потом я был уже лет 8 назад в Грозном тоже. Мы уже были как туристы, и сейчас я приехал уже спустя столько лет. Грозный всегда производит впечатление очень хорошего города, доброжелательного, гостеприимного, очень чистого, всегда зелено. Здесь больше всего поражает отношение к своей истории народа, истории нашей страны, история ветеранов наших. И везде есть и памятники ухоженные, очень красивые мечети. Вообще город для людей, которым комфортно жить. Я узнал, что год от года растет количество жителей города Грозного. Приезжают люди не только из сел, приезжают люди из других регионов нашей России, приезжают люди, которые никогда не жили в Грозном. И здесь всем людям живется комфортно. И взрослым, и детям. Я хочу пожелать всем жителям Грозного, всему чеченскому народу здоровья, благополучия и исполнения всех больших планов, чтобы жили в мире и согласии, уважали все друг друга, как сегодня это происходит. Недалеко от комплекса Грозный-Сити расположен цветочный парк. Его площадь составляет 4,5 гектара. На территории парка можно увидеть яркие цветочные композиции и живописные аллеи. Украшением парка является аллея сердец. Интересная композиция из металлических конструкций, украшенная цветочными горшками. Парк был открыт в 2017 году в День чеченской женщины и с тех пор стал популярным местом среди горожан и туристов. Для меня Грозный непростой город. Я много лет прожил во Владикавказе. В Грозном был во времена учебы в военно-морском училище. Но сейчас, конечно, город просто не узнать. То, что я вижу. И поражает система, конечно, ваших человеческих отношений, которая, понимаешь, что она значительно превосходит то, что пока у нас в России происходит. У нас, к сожалению, есть и детские дома, чего у вас, к счастью, нет. Это очень здорово. Это, конечно, очень подкупает, и есть чему учиться, и чего брать пример, так сказать, нашему обществу, нашему коллективу, нашим людям.
Так что спасибо вам большое. Очень интересная экскурсия. Поднялись на большую высоту, походили по вашей земле и поняли, что у вас все в порядке, все будет только лучше в ближайшее время. Мне очень понравилось. Город развивается, видно развитие, город стремится за тенденциями. Это видно и по строительным объектам, видно, как они строятся, и все объекты имеют свою архитектурную важность, и они все разнообразны. Излюбленным местом для местных жителей и туристов является бульвар имени Махмуда Эсамбаева. Здесь они могут посетить театр юного зрителя, различные рестораны, кафе и студии. Также в праздники здесь проходят интересные мероприятия и акции. Приехали бы сегодня с экскурсии в Грозный, город Грозный. Вы знаете, вот действительно, я перед тем, как сюда ехать, спрашивала у многих, вообще стоит или не стоит. Мне все говорили: ой, вот поезжай. Короче, там очень красиво, тебе понравится. И действительно, вы знаете, ожидания меня не обманули. Мне действительно здесь очень все нравится. Вообще, такие дома красивые. Просто вот загляденье. Мы были на смотровой площадке. Вот. Вид обалденный, конечно, на все это время, на все, вообще на город, на все. Вот. Так что, если у меня будет возможность, я еще приеду. Эмоции вообще очень хорошие, впечатлительные. Вот, я уже здесь нахожусь второй раз. Вот, мне очень здесь нравится. В этот раз я уже привез свою семью, детей, как бы показать им этот город. Здесь мне очень, что нравится, здесь люди очень добрые, отзывчивые. Везде тебе помогут, везде все подскажут. Вот. Спокойно тут. Вот. Достопримечательности очень красивые, много очень красивых домов. Архитектура очень красивая. Вот и решил в этот раз показать своей семье, своему ребенку. Вот. И в дальнейшем вообще даже есть мечта сюда переехать жить. Вот. Сам я с Астрахани приехал, по национальности мы казахи. Вот. Я знаю, что здесь к казахам очень хорошо относятся. Очень классно тут. Сегодня Грозный стоит на пороге нового этапа своей истории, современных изменений, развития и процветания. Его улицы, архитектура и культура рассказывают нам о том, как важен каждый шаг на пути к восстановлению и процветанию.